Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в Шуде-шоу «Тувинское время». Всем здравствуйте, друзья! Вновь в эфире Шуде-шоу «Тувинское время». Меня зовут Константин Куцевалов, и вот мое вот это лицо во весь экран не зря взяли, потому что у нас интрига, кто же сегодня у нас в гостях, а сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Тавричтаевич Хавылык. Давайте поаплодируем. О, ура! 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 Давайте тоже там кричите, что Да, молчите? и камеру можно сделать уже по-другому чуть-чуть. Нас представлять не обязательно, я так понимаю, да? Почему не обязательно? Обязательно. Это Алча Оржак, как всегда, там в углу сидит, закрывает дыры в стенах, а это Сылдыс Калынду. Да. Который всю стену закрывает. Это я. И вы представьтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Константин Куцевалов, и у нас импровизация, мы не готовили никакие сценарии, ничего. И то, что у меня чистая и выглаженная рубашка, это ни о чем не говорит. Да, мы случайно здесь собрались. На самом деле очень приятно, что вы к нам мы собрались. Да. Как к вам можно обращаться? Владислав Тавричтаевич? Ну, я по возрасту старше вас, я думаю, это будет более приемлемо. Чтобы мы поняли. Да. А как ты хотел? А как вас друзья называют? Как вы обращаетесь? А мои друзья Таевич, близкие друзья, Таевич, сокращенно. Вот. Я могу позволить немногим, так сказать, меня себя назвать. Ты не входишь в этот круг, понимаешь? Может, со временем придется. Очень на это надеюсь, очень сильно. На это многие надеются, понимаешь? Хотели вот узнать, какие у вас ближайшие планы. То мы не в курсе. Ближайшие планы? В таком личностном плане. Вообще, вчера как бы приехал с поездки, с рабочей, да, с последнего, так сказать, крайнего района, да, вот. Все муниципальные образования объехал, вот, и сейчас остается наша любимая столица. Сейчас буду встречаться здесь с людьми, да, понимать, какие тут проблемы накопились, как их нужно решать, так сказать, в какой срочности, в какой период. Ну, собственно, уже мы какие-то решения, да, для того, чтобы люди жили чуть-чуть лучше, уже приняли. Вот. Вы наверняка обратили внимание, даже вот где вы живете, подъездах, не во все, конечно, да, сейчас самых таких, так скажем, заброшенных подъездах ремонт начнется, контейнерные площадки разрушены будут восстанавливаться. Сейчас приобретаем контейнера для частного сектора, бункеры такие большие, да, чтобы удобно было. Вот. Каждому двору не поставишь, там, да, частному, да. Вот. Ну, это все нужно будет туда что-то складывать, это мусор называется, да? Это нужно вывозить, правильно? Для этого, поэтому сейчас мы тоже больше 5 единиц специализированных коммунальных техник приобретаем. И новые, так сказать, красивенькие такие машинки будут это все себя нагружать и вывозить, так сказать, да? Вот. Желтенькие? Да, они обычно, вы знаете, оранжевые, да. Вот. Ну и сейчас асфальтируются улицы, дворы, ямы на ремонт. Все это, чтобы удобно было, да, благоустроено, да, вот нашим людям. Вот. Замечательно. Я думаю, что если все это воплотится... В смысле воплотиться? Это делается уже. Кстати, новость. Еще и новость. Ты еще и новости? Новость. Вот. Вы встречались недавно с министром экологии Козловым Александром Александровичем, да, и как для кого-то сказал уже исполняющий обязанности министра экологии Тувы, он сказал вот недавно, что вопрос практически решен, то что Кызыл, точнее, войдет в число городов с помощью федеральной поддержки, где будет бороться с экологией, ну то есть сажей, загазованной. Экология будет бороться? Уже, по-моему, победили. Да, действительно, при мне это было сделано, соответствующим специалисту или там заместитель, он позвонил, уточнялся, так сказать, вообще, каким образом эти 12 субъектов или городов, да, так и останутся, так сказать, навсегда в этом перечне, либо будут расширяться. Там было сказано с той стороны, да,
со следующего года есть возможность расшириться, да, расширение этого списка, перечня. И он прямо сказал, что давайте в Кызыл, Туву мы включим этот список. Вот, так что вот. А что должно будет произойти, получается, у нас Несколько вариантов отменят там. уголь или как? Нет, несколько вариантов. отменят. Строить многоквартирники, а не частные, ну, то есть не частный сектор. Если есть частный сектор, менять на центральное отопление печи, либо вообще газификация. Скажу, вот здесь одна из возможностей, если мы туда попадаем, то мы, когда будем топиться электричеством, то тариф будет для нас установлен небольшой, да, выгодный, лучше топиться электричеством, чем углем, там еще чем-то. Вот. Тогда, я думаю, люди будут переходить. Ну, в целом же каждый должен быть ответственен за здоровье, так сказать, не только себя и окружающих, наших сограждан, так сказать, наших горожан. Поэтому частный сектор, соответственно, наши малые и средние котельные, да, если перейдут на электроотопление, и при этом тариф, так скажем, очень интересный будет, я думаю, только нужно будет, конечно, чуть-чуть небольшие затраты. Да? Электрокотлы надо поставить каждый год, так сказать, да, на 1 января, на 1 июля увеличивается тариф. Конечно, не в ту сторону, не вниз, а вверх. Да? Вот. В этом году как бы случилась история другая. Ну да. Вся Россия платит больше, а мы в Туве платим меньше. Наконец-то мы все платим готовились меньше. больше, так сказать, откладывали, как говорится, да, заплатить за свет. Ну нет, когда пришли, наоборот, минус, меньше нужно платить. Люди были удивлены просто, да? Какой тариф? Какой? Сколько сейчас? Я вот в частном доме живу, я платил. Так что у тебя жена платит, да? Да, я не знаю. Один или сколько, я не помню 3,50? точно. А сейчас плачу даже меньше, даже при увеличении я сейчас получу меньше, чем раньше даже. Богато живешь. Да, могу себе позволить платить меньше. Вообще вот 8 зон ценовых определили соседнего, вот, преимущество соседних регионов, если там электрический тариф меньше, потому, ну, по разным условиям, потому что гидроэлектростанции есть на их территории. В соседнем регионе или чуть-чуть подальше в регионе тариф такой большой. Там только вот объединяли эти два региона, средний тариф выводили. Вот. Многие из 8 вот этих групп, так скажем, которые определили там, пары, они согласились. Но Иркутская область, руководство Иркутской области не согласились нынче. У них должно было удорожание на 4% тариф. Мощный, да, там и промышленность. Это Иркутская область, это после Красноярского края самая мощная, да, потом уже идет Новосибирская область. Вот. Что получается? Потребители они, да? Да, их потребители, их тариф должен был всего лишь с 1 июля на 4%. Да. У нас при этом сетевой составляющей, то есть это затраты ТВ-энерго, это сетевая составляющая, тариф за передачу, да, электроэнергии, должно было снизиться на минус 85%. Вот. Такой был расчет сделан. У нас потребителей меньше, вот при этом, да, посчитали, увеличение 4%, здесь, так сказать, для маленькой республики, мало потребителей, промышленные потребители, совсем мало. Вот. Ну, к сожалению, это не случилось, они не пошли на такое решение. Видя это, правительство Российской Федерации приняли решение. Давайте мы нынче, пока на 2,5 года, там было предварительно сказано, мы готовы на это решение пойти через 2,5 года, 22, 23, 24 год, да? 24 года, 24 года, да. Вот. Поэтому правительство Российской Федерации приняло решение субсидировать затраты, понесенные, которые понесут ТВ-энерго на 28,5%. И вот в связи с этим вот такое было, так сказать, понижение тарифа, вот, для юрлиц, для предпринимателей, но не для населения. Население и так мы находимся тоже там более льготных условиях, чем другие регионы. Вот. Каким фокус в чем заключается? За счет уменьшения тарифа для юрлиц, юрлиц это есть бюджетная организация, да? Вот тут мы, да, пока сейчас про бюджетные организации говорим. Мы посмотрели за счет, да, школы, там, сады, правительство, оркестр, театр.
Получилось где-то 43-48 миллионов рублей экономии на второе полугодие получаем за счет уменьшения. Вот эти деньги мы, правительство, приняли решение отправить прямым образом в энергосбыт, оплатить, так скажем, да, тариф населения. И таким перекрыли вот это 5%, и еще получилось чуть снижение. Если там было сэкономлено 60 миллионов рублей, или еще более, так, еще было бы уменьшение. Если сэкономили там 30 миллионов, тогда, может быть, тариф возрос бы всего на 2%. Да? Ну, понял, да? Математика такая. Вот нам удалось таким образом этот вопрос решить. Круто. А теперь отопление на электричество перейдет, да? Нет, это тогда, когда нас включат в ту программу «Чистый город». А если Чистый нас включат, значит мы на электричество. Чистый воздух, да, чистый воздух. Все время чистый город. Это так, ну, чистый воздух, чистый город, это одно и то же. А я вот закончил школу, ну, в смысле, закончил школу 15 лет назад. Да. А, вы думаете, закончишь школу? Ну, не то, что так показалось. Заявление, да? Нет, даже сын. Ты все-таки закончил, ты решил закончить школу, да? 15 лет назад. Я вот недавно встречался с своими одноклассниками. Ну, я просто посмотрел, кто как, Они да, оставались на втором полугодии. кто чем там занимается, да, там есть майоры, там какие-то адвокаты. И я так посчитал, у меня вот там из 20 человек, статистически 18, все в органах работают. Я вот удивился, откуда такая у нас, получается, если у нас столько, значит, правоохранителей, откуда тогда кто нарушает Преступность? Преступность, да. Кто нарушает преступность? Кто нарушает преступность? Кто нарушает правила игры. Вчера пошел за хлебом вечером и получил палкой в нос. Рядом разливное пиво продают. И там все время, давайте, Такие люди ходят. короче, трутся всякие элементы. Ну и получилось так, что ребята, ну, перепили. Они между собой там начали драться. Я как бы вмешался, говорю, что вы делаете? Все, стоп, ребята, хватит. Нет, я подошел, говорю, все, хватит, тормозите, вы что? А они пытались избить одного человека. Вот их было человек трое где-то. Так палкой меня ударил тот человек, за которого я заступился. Мораль. Мораль. Не лезь не в свое дело. Да, не пихайте нос в чужие дела. Вот, кстати, кто вакцинировался? Ну, я. У меня QR-код есть, хочешь покажу? У меня тоже Я QR-код. думал, кто не вакцинировался, поэтому тебя нахлобучили. Ты думаешь, это... Это вакцина-патруль. Не знаете, что есть вакцина-патруль, ходит по А городу? как вы поняли, что, допустим, какой-то товарищ не вакцинирован? Ну, и Как я- определить, так сказать? По носу. Я так думал. А, кстати, кто переболел, ребят? Я нет. Я переболел. Я тоже. Тяжело перенесли. Нет, нормально. Более-менее, да. А вакцинацию, то есть, как перенесли? Вакцина тоже нормально. Тоже нормально. А я в первый раз очень тяжело, а второй нормально, вторая вакцина. То есть первый компонент Да, очень тяжело дался. тяжело Всё дался, время. второй. На следующий Я вообще день не особенно. заметил даже. Вот на следующий день у меня было. Я тоже вакцинировался двухкомпонентной вакциной и, ну, нормально. Чуть-чуть вот. Сейчас есть спутник Лайт, который Сейчас вы один проверили, сколько там у вас? Антител? Да. раз. У меня очень мало проверял. До вакцины у меня было очень мало. Я- Сейчас сколько вы не проверяли? Нет еще. Ничего нет, да? Я тоже не успел проверить. Ну, вторую вакцину я получил 21 мая, поэтому я могу до 21 сентября нормально. Недолго. Недолго, да. Осталось У меня тебе. до вакцинации, вот проверился, 8. Сказали, уже все, надо сейчас вакцинироваться. Ждал пока, да, ну, врачи сказали. Вот тогда уже сразу встал и сразу привился. Нет, я думаю, что эта тема очень важная, и я думаю, что если мы с ним уже не снимаемся, надо об этом сказать. Граждане, пожалуйста, идите все в пункты вакцинации. Нет, вакцинироваться необходимо, да. Я считаю, вот многие там говорят, там, Не, ну тут типа, же надо- это какая-то там чипирует нас или что делает. Я не понимаю, а вы от кого скрываетесь-то? Я вообще понять не могу. От кого ты скрываешься? С каждого Ты от чайника кого за людьми скрываешься? следят. Да. Ты в Залепляют. любом случае, ты уже, имея свой мобильный телефон, ты уже считаешь, ну, возможно, ты под следствием. Ну, точнее, под... Нет, если ты я не его так украл. выразился. Если ты его Нет, украл. Под наблюдением, да. Ты все равно тебя могут отследить в любом случае. Потому что сейчас на улицах камер Костя, целая Костя, у тебя куча. телефон есть? Есть. Ты под следствием. Ну, это как бы смешно от меня звучит. Если бы я сидел в Ну, погонах, я сказал, тоже смешно было. ну, от тебя еще Нет, ну смешнее. вот, Сылдыс, вы сказали, ваших там из 20 там одноклассников, да, где-то там 15 люди в погонах, да.
Ну, вы спросили тот же вопрос, который, да, здесь озвучивали. А почему у нас преступность такая, да? Ну, почему лучше Да, Николаевича бьют? по сравнению, так сказать, да, с регионом. Что, я- Потому ребята, что ваши, я нос- ну, близко, они могут, наверное, правду вам сказать, так сказать, да, не в эфир там, да? Да, вот. Но, по правде говоря, они все пограничники. Поэтому они сказали, что... Вот вы говорите, пограничник, еще кто-то, да, военнослужащие имеете, да, 55-я бригада, да, Так горная они бригада. сотрудники ФСБ, получается. Ну, в любом случае, можно сказать, они тоже борются с преступностью. Это же на границе очень много нарушителей, да, ну, нарушители с границы. В любом случае. Это Конокрады да, где-то всякие. да, и это, в том Овцекрады, числе, да, в том числе, да. Скотокрады, можно сказать. Чтобы баранокрады, всех не перечислять, скотокрады. кроликокрады. А вот, пользуясь случаем, про железную дорогу хотел спросить. Многие думают, что ее совсем не будет. Неправда ведь? Просто перенесли. Ну, неправда ведь. Нет, если совсем хотели похоронить проект, может быть, другое решение было. Сейчас просто приостановить на 5 лет. Приостановить на 5 лет. Какой вы дома? Какие у вас увлечения? Что вы любите? Может быть, у вас есть собака или кошка? Какой вы думаете? В шортах. Собака. Собака. Да, собака. Бельгийская овчарка. Немецкий очень. Да, малинуа. Это Тоже. Вообще, посмотрите. Малинуа называется? Малинуа. Порода. Порода. Вот Малинуа. даже если вы меня так называли красивой же имя, да? Малинуа. Красиво. Все, иди паспорт меняй. Малинуа. Калынду, Малинуа. Красивое имя. Ландарыч. Это у меня, кстати, есть история. У меня все собаки, вот, которые у меня были, всех почему-то называют Василиями. Ну, у нас какой-то прикол был. Обычно котов так называют. Но какой-то прикол у меня у дяди был. Типа, да вот собак будет... И вот все собаки, которые у нас были с 95-го года, они все были Васильевцы. Долго жили, да, видимо? Недолго Всего лишь жили. Много Василий было. Много Васильев. Василий первый, Василий второй. Сейчас Василий Как 16. цари. Да, как Василий 16 у меня дома бегает. Кстати, скоро 1 сентября. Серьезно? Ну да. Ну, я закончил школу, я знаю, как календарь. В общем, разбираюсь. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Так, Ну и да. расскажите, вот что интересное у вас в студенчестве было? Ну, какая-то такая самая такая история, которую... Ну, может, в школе. В школе тоже. Ну, в школе-то, наверное, Ой. конечно, это попроще, такие истории. Но которая затрагивает нынешнюю геополитическую ситуацию. Сейчас забыл, помнил, да, что были растворы, химикаты, да. Во время перерыва после урока химии, ну, ребята оказались в лаборатории. До этого этот фокус показывали, там, ну, на столе там немножко, да, небольшой взрывчик, так сказать, да, вот. И мы тоже немножко в бумажку, так сказать, набрали это, соли еще, да, вот, и вот так в карман. Во время, на следующем уроке, это урок истории, сижу, достал из кармана, и вот трение произошло, вот так, сделал, взрыв такой происходит, вообще, я падаю. До сих пор шрам, видите, шрам, глубокий шрам, глубокий шрам. Есть нога шрам. полностью, есть шрам, да. Да, нет, я... Да, Я вот, он ему говорит. да. Это было что-то, вообще, как атомный взрыв, так сказать, вот так, волна полностью вот по потолку класса. Вам поставили 5 по химии? По истории 2. 2 по истории. 2 за поведение и 5 за химию. Я же не знал, ну, это не, как бы не специально, вот такую историю до сих пор помню. Да. А Вот у самое меня- главное, вот это шрам-то напоминает. Да, шрам серьезный. Да, серьезно. Я- Чуть насквозь, не насквозь, как говорится. Владислав Вячеславович, у меня для вас есть спецопрос. Короткие Я думал, ты вопросы. сфотографироваться хочешь. Просто Можно надо задание, селфи? да? Либо первое, либо второе. Всё, Вот такие простые понятно, вопросы. да? Да, простые вопросы и простые А ответы. можно мы тоже будем отвечать? Завтра. Хорошо. Черное или белое? Черная. Спартак или Зенит? Зенит. Чай или кофе? Чай. Северная или Южная Америка? Северный. Холод или жара? Холод. Огонь или вода? Огонь. Туфли или кроссовки? Туфли. День или ночь? День.
Осень или весна? Осень. Осень. И последнее, футбол или хоккей? Футбол. Ага, все, спасибо. Моргенштерн или Басков? Я и не знаю. Правильный! Правильно. Это лучший ответ, который вот на этот вопрос должен был прозвучать. Ну, перейдем, да, к респекту. Респект дня. Да, ну, в принципе, да, немножко обсудили. Да, то, у что нас нам важно. есть еще такая постоянная рубрика, которая так сама по себе родилась. Мы кому-то выказываем респект. То есть Ну, не только про проблемы да, говорим, да, кого-то и благодарим. подмечаем. Кто сегодняшние герои. Всё, Вот что- я начну как пример, да, я бы хотел сказать респект как врачам. пример? Врачам, да, потому что в это непростое Ты время. каждый выпуск говоришь врачам спасибо. Да нет, у нас не было сколько этих выпусков, потому что, почему? Потому что. Потому что у врачей много работы было. Да, и вот я хочу им сказать спасибо, не всем, в основном хочу сказать спасибо врачам за их труд, за их работу. Вот такой мне респект. Да, спасибо, что Пришли. пришли, вообще как-то обратили внимание на нашу небольшую передачу, которая... В разгон. да, Спасибо вам за приглашение. Да. Да, прежде всего вам. И да, в целом спасибо. Хочу отметить, что у нас в Туве очень хорошие дороги по сравнению с другими регионами. О, это В да. Сомском, например, в Сомском области, например. Да вообще с любой. Я тебе серьезно говорю, в Красноярске там только в центре дорога хорошая. Приезжают к нам туристы Чуть-чуть и туда. отмечают дороги, да. Прям очень хорошие. Прям. Не, ну, еще будем строить. Сейчас перенаправление тоже будет, да. Вот мы так, когда вот дорога Кызыл-Эрзин, госграница, была в статусе, да, федеральной, еще не успели достроить вот это от Шурмака, допустим, да, до Самогалтай, да, до Эрзина. Сейчас вновь это участок дороги, это тоже будет передать федеральной собственности. Мы рассчитываем, там, это мы добьем. Вот. Ну, здесь, конечно, тоже есть участки аварийные, да, особенно, знаете, вот в районе Баянкола, да, там вот едешь, такие подъемы, повороты резкие, так. Вот, там есть, можно выпрямить все и сократить время, и аварийность. Вот есть в планах, да, вот, это сделать, что меньше людей гибнет, так сказать, на дорогах, вот, да, ДТП меньше было. Сейчас, конечно, надо призывать водителей, чтобы вообще за руль, так скажем, в нетрезвом состоянии не садились. Мы первые, Надо, я думаю, в Сибири это точно первый, да, за вот, ДТП, совершенный в состоянии алкогольного, да, нетрезвом виде. Вот. И очень много сейчас, и очень много детей потеряли, да, вот за первые полугодие. Вот, ДТП тоже на первом месте мы находимся. Это очень, конечно, печально. Проект безопасно, национальный проект, да, безопасно, качество дороги дальше будет продолжаться, мы дальше будем, так сказать, да, где нужно. Вот сегодня, да, Дружбу видели, да, там? Да, вот, мы заметили. Круговой развязки на востоке и прямо до Кахем улицы, где пассажирское АТП, да, вот. Все это будет сейчас, там трамплины есть, да, такие. Вот это все тоже должно быть правильно там убрано, чтобы каждый год, так скажем, это, да, здесь там пучин, так скажем, да, вот этого не было. Но здорово, что отмечают люди, да, прежде всего гости нашей республики, да, сравнивают, так сказать, как у них дороги, состояние дорог. Вот. Кому бы вы хотели выразить респект? Ой. В целом очень у нас трудолюбивый народ. Я объехал всю республику. Вчера, как я сказал в начале нашего разговора, приехал с Мангунтайги. Вот. Везде у нас очень работящий народ. Хотелось бы, чтобы с этим работящим нашим народом, так сказать, мы дальше бы развивали нашу республику. Вот. Надо, опять же, говорить, не только на пособие рассчитывать, да, детские и так далее. Семья жила, так сказать, да, вот. Есть больше зарабатывать. У кого-то, конечно, есть в сельской местности, там скот, корова есть, там, да, вопрос мяса решает человек, да, молока решает вопрос человек. А потом, там, видимо, эти детские пособия кому-то хватает там, на одежду, на что-то там, тогда. Но это тоже, так, не решение вопросов. Нужно просто работать,
Я вот что заметил, вот именно по пособиям. У меня, ну, с женой мы там работаем, мы посчитали, и так получается, что у нас, ну, там мы не можем получать эти выплаты, потому что у нас там хватает, да, там, по документам хватает. А живешь, ну, и кажется, что не хватает. Вот, и мне кажется, вот эти пособия, они должны быть помощью, а не средством для существования, как у нас зачастую происходит. Да. И поэтому я тоже всех призываю, работа же она любая в плюс, если она приносит деньги, да. То есть, мне кажется, если бы вот мне надо было бы, я бы устроился, ну, абсолютно на любую работу. Ну и не сразу же должность должна быть. Да, и все хотят сразу быть. Все хотят сразу чиновниками. Да, надо начинать. Всему свое время. Да. Надо, чтобы самому добиться, а не сразу хоп и все. Сейчас много, ну, мы, по крайней мере, разрабатываем, как Владимир сказал, давайте так, да, железной дорогой к известному месторождению приостановлен, помните, да, этот разговор? Вот, да, вы сказали про развитие, ускоренное развитие сельского хозяйства республики. Но это полностью не заместит, да, вот этот большой проект, как железная дорога строительства. Там предполагалось больше 15 рабочих мест со смежными отраслями, да, все. Вот. Безусловно, мы должны были доходы большие получать от добывающих вот этих наших предприятий, налоговое отчисление. Вот. Владимир сказал, давайте, кроме этих проектов, нужно другие инвестпроекты надо разрабатывать, вот, для того, чтобы людям дать занятость, доходность, зарплата, чтобы была. Вот. И он сказал, обсудим. Сейчас мы как раз занимаемся этими проектами. Да? Кроме этого, как вот сельское хозяйство, ускоренное развитие предполагает, ну, по нашей программе, 5600 рабочих мест. Это те же доярки, те же водители, которые будут за штурвалом трактора, комбайна работать, эти же скотники там, и так далее, чабаны, да, вот. Кто будет заниматься глубокой переработкой сельхозпродукции, да, чтобы высокомаржинальную продукцию получать. Сейчас, по сути, мы просто сырье продаем, да, не зарабатывают люди, поэтому такой большой заинтересованности нету, да, тех же чабанов. Там, вот. А какая вот отрасль у нас в Туве наиболее развита, да? Пока сейчас идет внутренний региональный продукт, добыча месторождений. Это Лунсин, Тардангол, да, угольный разрез. Вот эти сырьевая промышленность. Да, сейчас пока сельское хозяйство ВРП сегодня составляет 79 миллиардов рублей. А там всего лишь меньше 10% сельского хозяйства. Хотя 46% людей проживает в сельской местности. 46%. Вот, должно быть примерно, да? Ну да. Примерно соотношение. Да. Поэтому если через 5 сколько там, 7, да, до 30-го года, ну, какой больше. Вот, если мы 3 раза увеличим объем, да, ВРП от сельского хозяйства, долю, вот это было бы такое большое достижение. До 18 миллиардов да, дошли бы. Вот как бы вот такие есть цели, задачи. А мне кажется, что у нас самая развитая отрасль — это общепит. В Кызыле точно. Мы были в Сочи на 29-м Сочинском фестивале КВН. Вот, и там реально у нас в городе больше кафешек, чем в курортном городе. На каждом шагу, в каждом доме. То есть ты выходишь, и вот кафе, вот кафе, вот кафе. Там и того меньше. Вот. Это я вот так заметил. В общем, и поэтому, мне кажется, и сейчас они страдают вот из-за ограничений. Ну, сейчас потихоньку начали. Сейчас открыли сегодня, по-моему, 65%. Нет, 65 случаев зарегистрировано, да, вот, случаев коронавируса. Сегодня, да. Сегодня, да, все каждым днем. Вот, мы сейчас должны определиться, все-таки народ ждет, особенно наши труженики сельского да, села, на дом будет, когда будет, если. Вот. Мы сейчас Роспотребнадзором решаем вопрос, при скольки вот случаев, да, процентов уже мы должны объявить. Я так думаю, если все нормально, вот так же вот, тенденция такая идет,
можно будет на следующей неделе после выборов можно будет уже надо О, провести. на дом это Надо. всегда хорошо. Но мы Всегда немножко, опять же, соблюдая все, так сказать, да, вот эти ограничения, требования Роспотребнадзора. А на Может, Хуреш как попадут? Хуреш, скорее всего, может, по телевизору. Онлайн? Мы же, да. Уже камеры изобрели человечество. Я и через YouTube неплохо смотрю Хуреш. Да я так и смотрю. Работе. Я просто не хожу. Ну, то есть я работаю. в Костя, это кстати, время. прекрасно борется. Вот почему? Мы в прошлый раз у нас обсуждали, мы хотели его на следующий на дом выставить. О, давай его выставим. Поэтому, если, мне кажется, вы попросите, он не откажет. Я должен попросить, да. Естественно, я не откажу. Просим! Да мне уже если так шудак принесут, видимо. Просим! Причем ты сам его сошьешь. Установим пристав только за участие ваше, да, отдельный пристав. Да. Машина Нет. отдельная. Снегурочку, бумагу. Белую. Я надеюсь, несмотря на то, что я быстро проиграю, меня зрители все равно поддержат. Да, конечно. Конечно, конечно. Так, все-таки я надеюсь, да и мы все, наверное, надеемся, что благодаря, вот, когда мы дойдем до коллективного иммунитета, не будет больше этих волн, которые уже всех измучили. А я считаю, что коронавирус, он все, он останется, Ну, как грипп. Будет как грипп Как сезон. грипп, Ну, надо да. просто к этому постепенно прийти. Вакцинироваться, Да, да. немножко потерпеть еще, и все он устаканится. Вакцинироваться, ну и соблюдать, наверное, меры тоже безопасности. Да, мыть руки, лицо. Вообще мыться надо. Вообще, да. Да, как бы не мешало бы иногда хотя Только бы. тут чисто. Тут даже грязь отваливается. Ой. Так, ну, на этом наша веселая передача. А вот еще я хотел вас последнее спросить, пользуясь случаем, вот ваше мнение, не только же должны быть серьезные какие-то передачи, вот такие веселые же тоже нужны на просторах Туванета и телевидения. Конечно, безусловно. Ну, спасибо. А то, может, думаю, закрываться пора. А то думаю, Без слов. Вы поддержали нас. Все, Спасибо. поняли? Мы нужны. Спасибо Это глава большое. республики говорит. Мы нужны. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Тавричтаевич Хавылык. Поаплодируем вам. спасибо. Спасибо вам. Там на втором этаже в спортзале люди тоже хлопайте. Алча Оржик, Сылдыс Кунду и Константин Куцвалов. Владислав Тавричтаевич Хавылык. До новых встреч. Спасибо. Шудай шоу! Пока-пока-пока.